Здоровье человека – дело рук самого человека. В Северной Осетии впервые прошел день борьбы с меланомой – злокачественной опухолью кожного покрова. Акция направлена на раннее выявление и диагностику лечения рака кожи. К группе риска заболевания относятся люди с опухолевыми или пигментными образованиями на теле. В этот день обследовались и получили бесплатную консультацию специалистов более 100 человек. Одна из них – Ирина Чибирова. Она узнала об акции из газеты и решила провериться. Меня побеспокоила бородавка. И я пришла к врачу. Врач меня успокоил, сказал, ничего страшного нет, это доброкачественное. Он меня направил к кожному врачу. То, что меня успокоили, это тоже много стоит. Меланома – это именно тот случай, где важна оперативность, говорят специалисты. Злокачественные образования кожи могут не беспокоить больных годами, но как только меланома начинает развиваться, пациент может умереть. Даже при малейшем подозрении на то, что родинка может оказаться опухолью, нужно идти к специалисту. Основным фактором развития этого заболевания является ультрафиолетовое излучение. В нашем регионе заболевание кожи на первом месте. Это о чем-то говорит, потому что есть в ранговой таблице рак кожи на первом месте. Это вместе с меланомой еще другие злокачественные заболевания кожи. Это говорит о том, что мы горный регион, естественно, у нас больше инсоляции. Поэтому всем рекомендуется в середине дня, вот где-то с 12 до 4, как можно меньше находиться под прямыми лучами солнца. А насчет солярия вообще за последнее время и по литературным данным, по всем данным, что это крайне вредно для здоровья. К сожалению, по статистике регионы СКФО стоят на последнем месте по уровню своевременной диагностики этой опухоли в России. В Северо-Осетинском онкологическом диспансере на учете состоят более 300 человек. В основном болезнь выявляют в запущенной форме на 3-й и 4-й стадиях. Своевременное обследование у специалиста гарантирует отсутствие риска для жизни. Дзираса Багаева, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.